Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугуни». И для вас работаю я, Гульсум Халилова. Я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Это военный аналитик и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин. Пан Игаль, витаю вас. Селям алейкум. Да, приветствую. Наш эфир я бы хотела начать с такого вопроса. Мы, безусловно, обговорим нынешнюю ситуацию на фронте, весь военный аспект, но я бы хотела начать с 24 февраля 2022 года, с того дня, как Россия начала широкомасштабное вторжение в нашу страну. Насколько для вас это было неожиданностью, или вы уже понимали, что это неизбежно? Смотрите, нужно разделять понимание. То есть, да, мы понимали. С другой стороны, никто не верил. То есть это тут как бы... Часто про войну говорят полномасштабную. Верил или не верил, понимал, не понимал. Вот мне кажется, это нужно разделять эти вещи. Мы, военные в целом, понимали. Возможно, не масштаб. То есть понятно было, что что-то будет. Вот, допускали вариант захвата юга. Но, например, вертолетный десант под Киевом, это даже в самых таких каких-то фантастических сценариях мы не допускали. Думаю, во многом Кремль на этом сделал ставку. То есть он понимал, Кремль, что в Украине не допускают такого варианта, и пошел на этот ход для того, чтобы охватить Киев в первые дни войны. У них этого не получилось. Вот, как-то так. Но до этого высшее политическое руководство Украины говорило о том, что сконцентрировано порядка 140 тысяч российских войск на границах с Украиной, и в принципе этого недостаточно для такого блицкрига. Россия, очевидно, рассчитывала на то, что этих войск хватит на то, чтобы захватить всю Украину, в первую очередь столицу. Действительно ли эта цифра, она была настолько нереальной? На что рассчитывала Россия, по-вашему? Смотрите, Россия не хотела воевать. Россия хотела провести операцию, военную операцию. Как проводят очень многие страны, там контртеррористические, антитеррористические, всевозможные военные операции и так далее. Например, когда Америка проводит операцию, это не называют войной, это называют операцией и так далее. Воевать нельзя, он запрещает воевать, кто не воюет, проводит операции. Теперь они были уверены, что вот как у нас был на юге потерян изначально Херсон, сегодня, слава богу, уже возвращен, освобожден, но фактически там какие-то небольшие отряды украинской армии были разбиты, ТРО тоже небольшие отряды были разбиты, город был занят. Задумка была, что наскоком быстро их войска, включая их Росгвардию, заходят в Киев. Сопротивления особого не будет. Один из верных шагов, который предприняла украинская власть, я считаю, что это действительно, сегодня ретроспективно, если смотреть, это раздача в первый день войны оружия всем. Да, у этого были свои издержки, конечно же, там и преступные группировки получили оружие и так далее, и были случаи friendly fire, огонь по своим, так как люди не подготовлены и так далее. Но в массе своей город оказался вооружен, и город смог дать отпор. Теперь для того, чтобы провести действительно операцию в масштабах такой большой страны, как Украина, Украина большая страна, 140 тысяч или даже 180-190 тысяч, вот, цифр, которые называли, этого недостаточно. Если вы действительно воюете, но опять же, я повторюсь, они не планировали воевать, потому что они не планировали и не рассчитывали, что будет действительно сопротивление со стороны украинской армии. Я сейчас, кстати, выношу за скобки вот вооруженный народ, да, ТРО, добровольцы, сотни тысяч добровольцев, которые пошли в первые дни вторжения, конкретно регулярные части ВСУ. Они рассчитывали, что они не будут воевать. Даже вспомним обращение Путина, когда он сказал, что в Киеве сидят нацисты-наркоманы, и обратился к вооруженным силам Украины, так, кстати, такой вот нетипично для него, он такие заявления не делает, и сказал: берите власть в свои руки, мы будем с вами договариваться. То есть, как бы подразумевая, вот, организуйте там военную хунту, и мы с вами договоримся, вот, и так далее. То есть, видимо, даже сам Путин считал, что вооруженные силы Украины, они настроены пророссийски в той или иной степени. Вот. Поэтому расчет был, да, провести спецоперацию против непокорной, как они считают, субъекта, бывшей части это Российской империи, а не именно войну полномасштабную. Конечно же, для войны такого количества людей недостаточно. Но
Ведь наверняка Путин, когда делал это заявление, он ссылался на вот те отчеты, доклады, которые к нему приносили его опричники. Его там разведка, контрразведка, внешняя разведка и так далее. Они что, просто боялись ему донести правдивую информацию? Или же вот такие провалы для внешней разведки Российской Федерации — это больше правило, чем исключение? Смотрите, как работает западное общество, западные демократии, либеральные и так далее. То есть у нас есть гражданское общество, которое уравновешивает власть, плюс власть постоянно меняется. Вы не можете создать постоянно одни и те же источники власти, которые находятся в своих вот недосягаемых башнях, вот, и оторван абсолютно от того, что происходит под этими башнями, внизу. То есть постоянно есть гражданское общество, которое давит на власти, если те или иные им аспекты жизнеустройства, уклада общего не нравится. Плюс сменяемость. Любой правитель понимает, что если он будет много грабить, его через 4 года сменят, и все увидят, поймут, потому что кабинет министров меняется, команды поменяются, и все поймут, что он грабил и так далее. Вот. И дальше будут там издержки всевозможные. Когда вы выстраиваете систему авторитарную, то, естественно, нет никакого фидбэка, нет никакой обратной связи. Когда у вас система, где нет сменяемости власти, вы находитесь в придуманном обществе. Вы находитесь в обществе, которое вы себе нафантазировали. Там, допустим, есть глубинный народ, и он всем доволен, допустим. Есть Украина, где там какие-то есть нацисты-наркоманы, а в целом там все братья меньшие, в кавычках, или там какие-то неправильные русские, вот. Или, например, есть злой Анат, который строит козни. Или там этот золотой миллион и так далее. Или как-то миллиард. То, что Путин озвучивал. Это как бы бредни, казалось бы, из бульварных газет, но это на полном серьезе озвучивалось там. То есть они за 20 лет диктатуры выстроили в Кремле какой-то вот мир, который вот им казался вот правильным, верным. В этом мире, конечно же, не было Украины как субъекта, тем более с своей армией, своим народом, со своим видением, с желанием самоопределения, ее жизни и так далее. То есть они вообще не рассматривают такого варианта. Мгм. А какой вам за эти 9 месяцев широкомасштабного вторжения России в Украину показалась российская армия? Ведь они до этого пугали мир там неразрушимой, великой российской армией. А какой она оказалась, по вашим наблюдениям, на самом деле? Безумно консервативно. Проблема российской армии центральная, главная, что они воюют по правилам, методичкам, в прямом смысле слова по методичкам, то есть методички, по которым обучаются курсанты, обучались до 24 февраля, а в их учебках это советские методички с 80-х годов. Но советская армия, она рассчитывалась для совершенно иной войны. Это война, где отмобилизовалось бы огромное население Советского Союза, с принудительной силой этого отмобилизовывали бы его. Напомню, что там было не 140 миллионов, а как бы чуточку больше. Отмобилизовано это население в огромные корпуса, дивизии и так далее, должно было воевать в ядерной войне, где по врагу, враг рассматривался блок НАТО, наносятся тактические удары ядерным оружием, и вот в эти точки прорыва направляются колонны большие там, танков, механизированных дивизий и так далее. В такой войне, естественно, ядерная, так как НАТО будет отвечать тоже ядерными ударами, могут у вас сгорать целые дивизии, но у вас есть огромный потенциал человеческий, вот, человеческих ресурсов. Все доктрины и даже вооружение, если мы посмотрим на танки, вот Т-62, которые они используют, эти старые, танки Т-72, основной боевой танк России, даже Т-90, который на основе Т-72 сделан, это все танки для этой вот как раз массовой войны ядерной. Это не танки для вот, современных умных войн, так это называются и так далее. Это касается боевых машин пехоты, вот эти БМП там, и так далее, и так далее. Все возможных вооружений. И получилось так, что они вступили в ту войну, которую они готовились десятилетиями еще в Советском Союзе. Ну, военные имеется в виду. Советского Союза давно нет, но армия осталась, по сути, по лекалам и принципам советским. Но не в советском, так сказать, вот этом составе, то есть без ядерного оружия тактического, без огромных дивизий, ну, столько 100, там, 180-190 тысяч, вот, они, скажем, 500 000 или 1 миллион солдат, вот, и получилось так, что они не способны вести войну адекватно против современной армии, то есть армии, которая пытается перестроиться и перестраивается вот в адекватные какие-то реалии 21 века.
максимально уходя от советских доктрин, от советской всей этой школы и так далее. Да, у ВСУ есть много проблем, есть еще очень много советского наследия, которое как балласт тянет. Часто, если какие-то проблемы где-то мы видим в украинской армии, они как раз связаны с советским наследием, но украинская армия и командиры максимально креативные, их обучали до 24 февраля. Были программы специальные целые, западные военные инструктора. И сейчас тоже солдат отправляют учиться и командиров на Запад. Евросоюз, НАТО в целом взяли на себя роль обучения. Обучение солдат и командиров — это не то, как автомат держать. Как автомат держать можно и в Украине научиться. То есть там учатся именно как раз не советским, да, не советским этим, не по советским лекалам, не принципам этой огромной массовой ядерной войны, а адекватным вот как раз веянием военном искусстве, которое сегодня у нас есть. Вот. Получилось столкновение, да, армии фактически западного толка современной с советской армией, но которая не воюет в советскую мощь, так как Советского Союза нет того потенциала человеческого, нет той всей инфраструктурной базы, которая была создана в Советском Союзе для мобилизации такой большой войны и так далее. И поэтому они в каком-то смысле в ловушке оказались. Ну а как же вот эта российская пропаганда о модернизации различного рода вооружений, там ракет, и не знаю, тех же танков и так далее? У них просто новых модернизированных не осталось, и они достали советские танки, о которых вы говорите, или же они просто пускают в ход все, что у них есть? Смотрите, авторитарная власть, она работает на вау-эффекты, шоу для людей. Например, действительно глубинная реформа для армии, которая действительно меняет кардинально вооруженные силы, усиливает вооруженные силы ваши и так далее, это, например, организация системы командования и связи. Если вы потратите большие деньги, а это большие деньги, на разработку систем координации, то, что называется сетецентрическая война, когда у вас все возможные подразделения военные, они концентрируют всю полноту информации в одних источниках. То есть каждый командир, он видит и знает, что происходит в его отряде, конкретных танкистов, артиллеристов и так далее. По одной единой системе, обычно это на планшете все отображается. В Израиле такая система называется «Охотник», «Цаяд». Вот это такие, как маленькие смартфоны, планшетики, она есть в кармане у каждого командира, он его поднял, открыл, и он все видит. Он видит, где танки находятся, хотя он не танкист. Он видит, где артиллерия находится, может запросы сделать и так далее. Быстро пару кликов и передает информацию. Ему даже не надо по рации связываться, как по старинке и говорить. И плюс системы связи, то есть новые системы раций, шифрования и так далее, и так далее. Теперь, если в это вкладываться, это ведь что-то такое незримое. Вы не можете показать это на параде. Как вы на параде повезете грузовик, груженный этими планшетами вот этого вот новой системы, и людям раздадите на трибунах бинокль, чтобы рассматривали, сказали, смотрите, вот наша разработка. А вот какие-нибудь танки, вроде тоже арматы, вы наклепали 20 штук. Да, это сырой танк, абсолютно неадекватный, ненужный, но зато выглядит красиво. Можно вот по Красной площади прокатить. То есть все вложения не шли в российской армии на шоу, на картинку. Вот. На Западе этой проблемы нет, потому что там давно нет парадов. То есть там как бы вооруженные силы, они работают для себя. То есть нужно было эффективно. Да? Там, вот у Германии надо, чтобы были адекватные те или иные какие-то вот системы. И они у них адекватные. Да, есть отдельно другие там проблемы у них, вот, но они связаны не с тем, что занимаются вот рисованием мультиков или шоу организации и так далее. Германия, например, производит превосходные подводные лодки, в том числе для всего мира, в том числе для Израиля. Дизельные подводные лодки — одни из лучших в мире, класса «Дельфин». Они не устраивают ни морских парадов с этими подводными лодками, и не устраивают никаких шоу по телевизору у себя, какие у нас классные подводные лодки «Дельфин». Просто инженеры тихонечко работают вот на деньги налогоплательщиков и производят высококачественное оружие. Кстати, в Украине АРСТ, ПВО ракеты, одни из лучших в мире, которые могут работать в том числе на сверхмалых высотах. Или те же панцергаубицы, например. Обратите внимание, у панцергаубицы выявились дефекты, проблемы. Часто из них ремонтируются в Европе и в странах Балтии. Что сделали немцы? Просто тихонечко собрали фидбэк, чтобы сделать эти исправления. Про РСТ касается то же самое. То есть мы видим тихую работу на эффективность. В России этого не было. В России все работало на шоу, чтобы было красиво. Это потемкинские деревья, в том числе потемкинская армия, чтобы всякие танки ехали, самолеты эти там Су-57, которые до сих пор такие не построили в адекватном количестве, и двигателей для них нет. Но зато это все, оно реально, оно большое, это все можно сфотографировать, можно на телеканале «Звезда» сделать какой-то красивый, опять же, там вот у них мультик или фильм, показать это
электорату, вот, подданным, более правильно будет говорить, не электорату, людям, там, милитаристам, и, там, диванным и так далее, патриотам, да, вот, патриотам. Вот на это шла работа, а не на действительно реформы самой армии. Как мы видим, что в самой армии реформы не делались. То есть, по сути, в Украине столкнулись две цивилизации прошлого и будущего, консерватизма и технологического прогресса. Ну, в военном плане, в каком-то смысле, да, это действительно, если мы рассматриваем именно в призме военного искусства, да, это абсолютно разные подходы, разные школы. Вот. Даже тактики, которые используют, то есть они используют тактику огневого вала. И сейчас штурм в лоб, вот, волнами людей, живые волны. Это Первая мировая война. При этом Украина использует, да, тактики, даже те тактики, как механизированные прорывы, которые были использованы, например, применены Украиной вот, при освобождении Харьковщины, или, например, Лиманская операция. Угу. Да, это Вторая мировая война, механизированные прорывы, но даже вторая, это уже не первая. То есть, какой бы ни взяли аспект, всегда Украина в плане органайзинга военного и тактики будет на голову, на 2, на 3 выше органайзинга, связи, структуры командования, чем Россия. Ну, Вот, это кстати, понятно, потому что, опять же, секунду, я закончу мысль, потому что, опять же, Украина не одна, ей помогает западный мир с военной мыслью западной, а это отличается от советской военной школы. То есть у нас есть военная школа советская, а есть западная военная школа. Она основана на прусских традициях, если не уходить глубоко во все этот вот дебри. В то время как кто есть у России? Это Северная Корея и Иран. Они тоже воспитаны на светских традициях, кстати, Иран тоже. Или Китай, так он тоже плод от плоти как бы Советского Союза и советских традиций. Вот. Поэтому им просто неоткуда учиться, им негде учиться. ну, к Ирану мы еще вернемся. Хотела с вами обсудить БПЛА «Шахида», но при этом хотела спросить вот что. Понятно, что для российского тоталитарного, авторитарного, криптократического режима человеческая жизнь не представляет абсолютно никакой ценности, и у них есть огромное количество пушечного мяса. Является ли это преимуществом России на фронте, или же это уже так не работает? Смотрите, это сложный вопрос на самом деле. На него точно нет ответа у аналитиков, потому что военных, потому что до полномасштабной войны считалось, был относительно консенсус среди военных аналитиков, что лучшие бьют многих. Угу. То есть вам нужна маленькая профессиональная армия, которая разгромит любые большие вооруженные силы. Теоретически, и в том числе есть подтверждение у нас в недавней истории, те же арабо-израильские войны, например, и так далее, это действительно так работает. Но есть некоторые но. Есть некоторые но исключения. Действительно, вам нужно большое количество войск. Вам нужно в современной войне, вам нужно, вот, говоря грубым языком, мясо. Очень много людей. Вам нужны подразделения, бригады, дивизии, корпуса и так далее. Ну, в Украине бригадная система, то есть Угу. вот, там, группы бригад, скажем, и так далее. Вот, группы войск, назовем это так. Вам действительно нужно много. Но плоть слаба, всегда железо бьет, да, бьет людей. То есть выиграет не тот, у кого мобилизационный ресурс большой, а выиграет тот, у кого действительно есть адекватные современные вооружения, средства поражения. Потому что эта война, это не война не пехотных полков, как это было во времена Наполеона. У вас встречались два полка, они стреляли друг друга, пока 30% не погибало, они расходились. Встречались потом следующие два полка. И так, пока кто друг друга не передавит. Сегодня у нас процентов 80-90 всех поражений – это осколочно-фугасные дальнобойных систем. То есть выиграет тот, у кого будут наилучшие системы дальнего вот поражения. Плюс система обнаружения. Перед тем, как человек, поразить войска врага, вам нужно обнаружить их и принять решение. То есть это должна цепочка происходить очень быстро. Обнаружили, передали информацию, приняли решение, нанесли удар. Чем короче здесь время, тем лучше. Этим измеряется качество вооруженных сил. То есть если вы хотите понять, насколько армия эффективна, вы должны смотреть не какие танки у них там ездят на парадах, если у них есть парады, а вот это время между обнаружением, принятием решением и нанесением удара, насколько оно короткое. У Израиля оно очень короткое, например. Закрытие циклов называется на военном языке. В Израиле очень короткое, этим измеряется эффективность израильской армии, а не то, что сколько у них там тысячи танков Меркава. То есть не этим измеряется могущество армии, а возможности наносить эти удары. Запад передает Украине системы. Хорошо известные хаймарсы, про которых сказано очень много. Снаряды, умные снаряды, как и Экскалибур и так далее. Вот. И не только, есть еще немецкие. Вот, и другие еще системы, те же дроны всевозможные, да, те же Байрактары знаменитые. Байрактар хорош ведь тем,
не то, что это он носитель, ну, беспилотник, который может носить удары. Ну, многие беспилотники могут наносить удары. А тем, что... Многие системы имеются в виду. А тем, что тот, кто наблюдает, он же может нанести удар. То есть вот этот момент обнаружить, принять решение, нанести удар, Байрактар максимально сокращает эту возможность, ну, для операторов. Там другая проблема, что у вас надо, чтобы было свободное как бы пространство для его работы, чтобы там ЗРК были уничтожены. Ну, для этого есть другие дальнобойные системы, антирадарные ракеты, ХАРМ, например. Обратите внимание, вот эта вся номенклатура, которая перечисляна, она есть у Украины. Именно ее передают. Не передают какие-нибудь там старые гаубицы или так далее. Передают как раз те системы, как раз для современной, адекватной вот войны. Вот. Мы видим, что Украина и украинцы грамотно применяют эти системы. Это были в том числе оценки со стороны Пентагона, когда говорили, что Украина более грамотно и компетентно применяет артиллерию, чем Россия, например, которая применяет ее очень, опять же, консервативно и примитивно, как во времена Первой мировой. Вот, пытаясь задавить числом, количеством. Да, возвращаясь к вопросу о количестве, это тормозит контрнаступление. Ну, потому что банально, когда вы хотите где-то прорвать линию фронта, у вас просто окопы, где куча призывников, мобилизованных, вот, забитые ими. Они неопытны, ничего не умеют, они не могут пойти в атаку, они не организованы, ну, их просто много, они там сидят. И надо как-то, их надо их как-то или уничтожить, или заставить их бежать, или пленить, просто пройти через них. Это А это проблема, вот да. реально люди вообще без опыта, то есть их просто мобилизовали, отправили там на 2 недели учебки, ну что там можно научиться за 2 недели? Смотрите, они сотни тысяч людей призывали, мы знаем, что вот от 80 до 100 тысяч они сразу послали в Украину, Мгм. на южные и на восточные фронта, чтобы насытить ими обескровленные регулярные части ВСРФ. То есть они не новые подразделения создали, они просто пошли как раз в те вот подразделения, которые были максимально обескровлены. Ну, то есть, смотрите, батальон, например, это по-хорошему 600 человек. Вот Мгм. это батальон. Ну, плюс-минус. Вот, до момента мобилизации батальоны у России вполне могли там включать 100 человек. Это рота. То есть написано как бы по штату батальона, по факту это рота. Вот, то есть меньше половины как бы состава. И вот этих мобилизованных вот под 100 тысяч послали сразу. Естественно, без никакой подготовки. Их сразу буквально послали. Там вот призвали, буквально неделю ты на базе посидел, и тебя послали. Теперь, была другая часть, сотни тысяч, которые уже 1,5-2 месяца сидят ну, там, в лагерях, в базах военных. Вот военные аналитики, эксперты гадали, учат ли их там чему-то или не учат, но вот у нас очень много информации поступает о том, что ну, фактически обучение минимальное. Вплоть до того, что 1,5 месяца, это настоящая история, сидят как раз вот, мобилизованные, их выгоняют в лесок копать окопы. Копают окопы, обратно их в казармы. В следующий день то же самое. В конечном итоге просто будут уметь копать окопы. То есть ничего, ни тактики, ни каких-то таких вещей и так далее. И это понятно, потому что это для того, чтобы обучать, вам нужны командиры, вам нужны инструктора опытные. В России большая проблема с младшими командирами, инструкторами. Не просто так они послали часть своих мобилизованных в Беларусь, чтобы белорусские командиры их там обучали и так далее. Ну, тоже отдельно, это такая полумера, потому что в Беларуси никакого опыта вообще нет военного, боевого. Вот. Но они могут каким-то элементарным вещам научить. То есть, да, обучение минимальное и действительно плохое. Ну, их просто много, нужно понимать. Много необученных людей. Мгм. А какая, на ваш взгляд, роль Беларуси в этой войне, политического руководства Беларуси, скажем так, Александра Лукашенко и разрешение там участия России на ее территории определенным процессом и так далее? Вот какая это роль, насколько она вообще эффективна? Ну, для Кремля роль Беларуси – это, естественно, во-первых, плацдарм, с помощью которого был нанесен удар, с ее территории наносились удары ракетами, с воздушного пространства заходили бомбардировщики и заходят, наносят удары и так далее. Что, кстати, делает Беларусь как государство-агрессор с точки зрения вот, уставов ООН, пособник агрессора. Потому что если вы передаете свою территорию, да, для осуществления агрессии одного государства против другого, вы как бы тоже соучастник. Вот. Сам Лукашенко, я уверен, что не факт, что даже он знал, что готовится действительно операция такого масштаба, как ее называют в Кремле, потому что там очень узкий круг людей знал. Ну, Путин и там некоторые люди, приближенные к нему. Я думаю, что он был уверен, что это закончится быстро. Он думал, что будет закончиться быстро. То есть ему не нужна война такого масштаба. Ну, война – это хаос, который всегда может выйти из-под контроля. Если выйдет хаос из-под контроля фактически в центре Европы, у него на границах, то запросто может легко переплеснуться на его территорию. У него ядерного щита у него нет. Запросто может произойти такая ситуация, когда он потеряет свою власть.
Мгм. Ему нужно, чтобы было спокойно и стабильно вокруг. Вот. Точно не масштабные огромные войны, где тысячи танков сгорают. Вот, невиданные, неслыханные, которые последний раз в Европе были Вторая мировая. Я думаю, Лукашенко был уверен, что все закончится быстро. Так как это не закончилось не быстро, он сейчас максимально заинтересован, чтобы Беларусь не вступила в эту войну. Но еще одна, именно он, ну то есть если в конечном итоге принудят эту вот группировку объединенную из ВС Беларуси и российских мобилизованных, такая угроза есть, вероятность есть вступить в войну на северных рубежах против Украины, это будет просто действительно решение Кремля, где Лукашенко поставит перед фактом. Вот, потому что население у Беларуси небольшое, вопрос его легитимности тоже это вопрос большой и так далее. Он прекрасно понимает, он знает, что недавно, буквально 2 года назад было в его стране и так далее. Вот он бы не хотел никакого хаоса, ни контролируемого, ни неконтролируемого тем более. Тем более на рубежах его, вот, где вот, не хочу говорить его страны, это не его страна, он узурпатор, ну вот там, где он правит. И говоря еще о роли Беларуси, для Кремля Беларусь является центром притяжения, чтобы сковывать часть вооруженных сил Украины, потому что так как угроза есть повторного марша с севера, это реальная угроза. Вот. И ВСУ и Генштаб прекрасно это понимают. Поэтому у нас есть часть наших сил и ресурсов. Кстати, вот постройка оборонных рубежей под Киевом и так далее. Это же ресурсы тоже. Это и человека-ресурсы, и деньги и так далее. Вот. И в том числе вооруженные силы. Они находятся как раз на этот случай. То есть они находятся в центре страны и на северных рубежах. Они бы могли воевать на востоке и юге. То есть И для такого Кремля это максимально удобно. эффекта неожиданности, как было в начале войны с наступлением на север, уже никакого не будет, и шансы... Нет, эффекта неожиданности не будет, конечно. Мгм. А какие шансы вообще у российских оккупантов с территории Беларуси хотя бы пару километров пройти? Не, ну пару километров пройти всегда можно. Вопрос, насколько они там все целые и невредимы останутся. То Мгм. есть война же не происходит у вас статично. То есть войска двигаются, ваши войска двигаются, войска врага двигаются. Если будет вторжение снова севером, то вряд ли не пойдут на Киев. Для этого надо очень много войск. Киев — это огромный город, сложный, географически расположенный. Его надо сотни тысяч нужно людей, группировку. Особенно сейчас, когда уже нельзя внезапностью никак взять. Когда ПВО усилено новыми системами, а не только советская, как это было в феврале. Поэтому вряд ли это будет на Киев, вот как раз западная часть Украины, вот там, откуда и как раз поставки идут, в том числе, всякие такие вещи. Вот. Ну, рассматривается Волынь, например, как театр боевых действий, потенциально, возможно. Но опять же, я уверен, что Генштаб это все прекрасно понимает, все эти риски рассматривает. Да, могут продвинуться, могут там в леса, села какие-то, куда-то пройти. Вот. Ну, я не думаю, что у них получится глубоко войти на территорию. Но вот что я еще вас хотела спросить. Вот с начала лета многие говорят о тяжелой зиме, что придет зима, и зимой будет сложно воевать, будет сложно проводить контрнаступательные операции. Россия всячески будет использовать зимние условия для шантажа, в том числе и на Европу, если взять там газовый сектор. Да. На нас мы видим, как они бьют по нашей энергетической инфраструктуре. К этому еще вернемся, но если мы говорим о фронте, вот насколько зимние условия они усложняют или упрощают военные процессы, контрнаступательные процессы? Война — это всегда тяжело для вооруженных сил. Если посмотреть часто, когда стараются проводить военные операции или вот, там, наступательные и так далее, во всех войнах, это всегда у нас лето, это весна или осень. То есть война — это всегда тяжело, а война зимой — это тяжело вдвойне. И поэтому легко не будет, точно. Но тут нужно понимать такую вещь, что есть кардинальная разница в обмундировании и экипировке, у обеспечении вообще зимним и так далее, у ВСУ и у ВСРФ. Мгм. Это, кстати, уже можно видеть. Украинские операторы дронов наносят удары как раз по оккупантам, снимают фактически, ну, буквально, как они скидывают на них гранаты или всевозможные фугасные бомбы, мины. Так вот, сейчас пошли фотографии, видео, точнее, кадры, где оккупанты фактически, ну, очень вялые, то есть они сидят, как бы там съежившись где-то и особо не стараются убежать от этих ударов. Есть версия, высказывается, что это как раз из-за обморожений, потому что там же потом же под Бахмутом, например, часто есть оккупанты, когда нет перчаток. Все, у них
Ужасное обеспечение. Ну, смотрите, что мы можем говорить вообще об их обеспечении, если уже появились шлемы и бронежилеты из Ирана? Мгм. Ну, какая вторая армия мира? Какая вообще, ну, там, советское наследие, если они не могут просто шлемами и бронежилетами экипировать своих солдат, и нужно из Ирана, как бы, который намного беднее, меньше и слабее, чем Россия, казалось бы. Кстати, и сами там иранские вот из корпус стражей исламской революции, как раз там, Мгм. я читаю их каналы, они гордливо пишут: вот мы маленький Иран, но обеспечиваем, спасаем большую Россию там обмундированием. Так вот, Украину же обеспечивает НАТО, западный мир, вот как раз этим зимним обмундированием. У нас получается перевес, преимущество. И я думаю, что этим преимуществом Генштаб наверняка зимой воспользуется. В том числе, кстати, даже советник офиса президента Подоляк говорил, что никакого остановки, оперативной паузы не будет, что зимой будет продолжаться контрнаступление. Действительно так, просто нужно понимать, как бы тяжело зимой не было, любое промедление, остановка, это на пользу России идет. То есть Кремль, Генштаб ВС РФ хочет, вот любая неделя, когда ничего не происходит, не двигается, это хорошо. Месяц вообще отлично. Вся зима статичного фронта вообще идеально для них. Вот. Им нужно как раз, наоборот, максимальная заморозка этого фронта. Мгм. Но при этом они выпускают огромное количество ракет по инфраструктуре Украины, по энергетическим объектам нашей страны, в результате чего много городов, украинских областей, поселков и так далее остаются на огромное количество времени без воды и без электричества. Продолжат ли, как вы думаете, они эти ракетные удары и хватит ли им вообще запасов комплектующего для сбора новых средств в дальнейшем для вот таких ударов? Да, я про это писал недавно. Ракеты у них есть, и удары будут, к сожалению. Да, ракетный террор. Они перешли к нему от бессилия, потому что они не смогли подчинить Украину, они не смогли добиться никаких успехов на поле боя. Один из немногих их успехов — занятия как раз а, Херсона, то есть областного центра. Херсон ими потерян, освобожден Украиной. И у них больше ничего не остается. То есть, если посмотреть, вот попробовать влезть в калоши Кремля и кремлевского руководства, какие еще остаются аргументы, какие еще остаются козыри для того, чтобы сделать Украине больно. То есть провести какую-то военную операцию большую, сил на это нет. Высадиться в Одессе, морской десант? Нет. Какие-то еще, ну, у нас ничего не остается. То есть они пытались вот продуктовый шантаж, они пытались разгонять в СМИ всякую ахинею про какие-то биогусей, вот эти, как они там назывались, господи, комаров. Вот это вся, короче, бредятина. И в самом ООН уже даже заявили, тогда вот страны-участницы, там представители говорят, что за ахинею вы тут как бы поднимаете, зачем вообще это все делается. То есть у них ничего нет. Единственное, что у них остается, да, у них есть дальнобойные системы, у них есть эти ракеты, от ракеты воздушного базирования, которые запускаются, крылатые самолетов. Эти самолеты не заходят на территорию Украины, воздушное пространство. Они выпускаются с территории там, или той же Белоруссии, или с территории России. Мгм. И поэтому Украина не может их сбить, эти самолеты, бомбардировщики огромные. И если мы посмотрим на последний вот текст программный главнокомандующего Украины, да, Залужного и Забродского, соавторстве, с которым он написан, там указывается, как один из главных преимуществ российской армии — это вот эти дальнобойные ракеты, с помощью которых они могут наносить удары в глубину территории Украины. Поэтому да, они продолжат этот террор, они продолжат террор против мирного населения, против гражданской инфраструктуры, к этому надо быть готовы. А какие это ракеты? Это Искандеры, кинжалы? Что это? Искандеров у них сейчас мало, если опять же, если мы опираемся на данные как раз Министерства обороны Украины, опубликовано было, что больше половины использовали, но это всевозможные как раз модели Х, от Х ракет современных есть, у всяких Х-22 советские, там древние и так далее, этих ракет у них много, там сотни, суммарно тысячи, наносить удар один смогут. Вот. Искандеров не тоже что-то больше сотни осталось, неприкосновенный запас, но если очень сильно у них будет чесаться, могут их снова расчехлить, использовать. Вот. Для неприцельного, тут нужно разделять как бы ракеты, которые могут бить ну, вот высокоточно, наносить удары. Вот таких вот несколько сотен у них есть. Почему это важно? Для ударов по энергетической инфраструктуре. А есть ракеты для абсолютного террора, которые не точные, это С-300, которые модифицированы, то есть не модифицированы, а есть опция, возможность наносить удары по земле. И мы видим, что ими тоже терроризируют, наносят удары. Вот, там не точное оружие, это просто оружие террора. И таких ракет у них вообще тысячи, этих С-300, то есть они могут ими терроризировать вот,
сколько им захочется, и всю зиму, и весну. Поэтому, ну, еще раз, нужно быть готовы, и удары будут. Мгм. Ну, я вот в военном деле абсолютный дилетант, поэтому я бы хотела, чтобы вы нам объяснили, а как это работает. Я вот с начала войны нахожусь в Киеве, и постоянно езжу по тем объектам, куда Россия бьет, и мы снимаем как журналисты сюжеты. Так вот, если взять Шевченковский район, мы видели, как российская армия, она пыталась бить по заводу, военному заводу Артема, но каждый раз, вот там было 4 попытки, как, если я не ошибаюсь, 4 раза я ездила на эту улицу, на Татарскую, и там они постоянно попадали по домам, по высокоэтажкам, которые находятся вот примерно там 10, 15, 20, 30 метрах от этого завода. Но завод они так и не смогли попасть, так и не тронули его. Но зато дома, которые там располагались в округе, туда они попали, и, к сожалению, было много жертв и раненых. Как это работает? Да, нужно понимать, что российская армия – это не высокотехнологичная армия западного толка, где хай-тек оружие, которое производится на фабриках, именно новейшее, вот буквально вот вчера собранное, то есть это плюс, да, плюс комплектующие, самые лучшие, качественные и так далее. Вот, это армия, которая даже вот их оружие, которое, казалось бы, высокоточное вполне, там и разлет может быть большой, и сбой, и всевозможные и так далее. Кстати, вот уже упомянутые С-300 ракеты, они еще во время Советского Союза были, ну, произведены. У Мгм. них есть определенный ресурс, сколько они могут находиться на складе. По истечении времени у них этот ресурс падает, и они становятся, опускаются, и это не становится менее эффективными, назовем это так, в плане их вот, возможностей, их как боевого оружия, вплоть до того, что мы видели на территории самой же России, когда ракета взлетает и падает обратно. То есть, ну, у них некоторые ракеты по своей территории попадают. Что ж можем говорить уже про Киев, что иногда, да, они ставят точку, задают одну точку, а ракета влетает в гражданское здание. Вот. Это ведь террор, военное преступление, оно же характеризуется не только тогда, когда вы целенаправленно говорите, вот это гражданское здание, мы на него направляем. И Мгм. когда вы наносите удары в густонаселенном, вот в городе, оружием, которое вы знаете, что не высокоточно или некачественно. То есть вы знаете, что большой разлет, вы знаете, что вы можете промахнуться, вы знаете, что вы можете попасть в гражданское здание и так далее. Вот. Они же знают, что Киев – это город-миллионник. Да. Они же прекрасно это все видят. Те, кто создают банки цели и так далее, они же это знают. Они не могут сказать, ой, а мы думали, там только какая-то вот база или завод, или какой-нибудь там, не знаю, что-нибудь такое вот военное, вот, а мы ничего не знали. Не, они все прекрасно знают. И поэтому это военное преступление с двух сторон, как на это не смотри. Вот. Если они хотели попасть в это военное преступление, так как уничтожение энергетической инфраструктуры, это является тяжелейшим военным преступлением гражданской. И даже если они хотели попасть по военному объекту, но у них ракета отклонилась и нанесла удар по гражданскому зданию и так далее, погибли гражданские. Это тоже военное преступление, потому что ты не будешь наносить удары, если у тебя нет высокоточного оружия, ты не знаешь, вот, ты не уверен на 99%, что оно точно прямо в окно влетит, как вот есть там вооружение на Западе, Мгм. действительно передовые, где ракета буквально в окно может влететь, вот, и конкретного там террориста, например, ликвидировать и так далее. Вот. У них же такого даже близко нет. Это как с Айманом Завахири, да, если я не ошибаюсь, было недавно. Не знаю, в окно ли там влетало? Вроде на балконе. Он стоял и что-то туда влетел. А как же БПЛА, шахеды, как они работают? Они дистанционно управляемы или нет? Или же задают цель, и они вот Нет, летают? нет, это примитивное оружие на самом деле. Вот. Часто не любят такие комментарии, говорят, вот примитивное оружие, но ведь оно убивает. Ну и наполеоновская бронзовая пушка, если выстрелить по группе людей, она тоже убьет. Она от этого примитивно не перестает быть. То есть и примитивное оружие может быть эффективным и убивать. Оружие примитивное, простое. Вы задаете GPS-точки, по ним летит этот шахед, он летит медленно, 150 км в час. Даже не 180, как заявляется, он еще медленнее летит, 150 по предсказуемой траектории, он не маневрирует, там нет оператора, там, оператор не может его как-то, вот, да, он не разбрасывает никакие помехи вокруг себя, ничего такого. То есть, если вы его обнаружили, вы его сбиваете. Даже просто крупнокалиберные пушки скорострельные, открывают по нему огонь и сбивают, как самолет Первой мировой. То есть, это скорость самолета Первой мировой, 150 км в час. Как Мгм. кукурузники летали 100 лет назад. Но, если он долетает, это 20 килограмм взрывчатки, он падает,
И это как, ну да, как бомба. Вот, да, падает, взрывается, это опасно. Если это какой-то объект, он его может уничтожить, разрушить. Там, если это здание, тем более. Вот, то есть примитивное оружие, да безумие примитивное, но эффективное. Мгм. Если долетать. Потому что, опять же, вот сейчас половину, больше половины их сбили, а сейчас мы вообще их почти не видели. Вот, они использовали около 400 шахедов, вот, чуть больше, 450. И сейчас мы не видим их использования. Говорят, что, возможно, как раз то ли они сейчас или производят новую партию, или закупают новую партию. Вот, ну, непонятно, что с ними А там. их реально можно сбить автоматами или же там нужно ПВО? Стрелковым оружием, нет, можно сбить стрелковым оружием. Вот, ну, эффективность автоматов стрельбы, ну, будет очень низкая, потому что там нужно на упреждение стрелять. Вы стрелять не по объекту, а Мгм. вот туда, куда будут как раз трассеры, вот, боеприпасы ваши вот лететь. На глаз это сложно сделать. Скажем, какие-нибудь пушки, вот, во-первых, вы в силу массированности огня, то есть вы выпускаете там тысячу, ну, сотни вот, боеприпасов с красной пушкой, достаточно, чтобы только одна разорвется рядом, чтобы его сбить из этих. То есть вы заградительным огнем. Вы с автомата Калашникова так сделать не можете. Но ну, в плане интенсивности имеется в виду. Но пулеметы, да, какие-нибудь вот просто пулеметы, которые стреляют по тем же шахедам, да, тоже могут его сбить и так далее. Все зависит от региона, вот, все зависит от, ну, где это находится. То есть, если это где-то над городом происходит, тут лучше работать точечно, то есть вот какие-то такими системами, а не палить, например, из всего, что вот у вас там есть стрелковое. Если это где-то в поле находится, да, можно со всего стрелять, и достаточно, что несколько попаданий будет, он уже отклонится от своего заданной цели, опять Мгм. же, и где-нибудь упадет или не долетит. По поводу ударов относительно энергетической инфраструктуры Украины мы с вами уже несколько раз это упоминали, и вы сказали о том, что, к сожалению, нужно ждать и быть готовым к тому, что такие удары будут повторяться. А в чем стратегия? Это исключительно склонение Украины к переговорному процессу, или же она предусматривает какую-то другую стратегию? Как вам видится это? Ну, смотрите, тут как считается, и заявляли, что да, это вот попытка склонить Украину к переговорам. Это, да, это логично, но вот я слышал и альтернативное мнение, что в том числе это бессилие, как я уже сказал. То есть это желание насолить, то есть злоба. То есть в Кремле реально злые, то есть они злые на все эти процессы, и просто происходит волонтаристское решение: несите удар, пусть знают, вот, пусть знают, что не только нам больно, то есть то, что они проигрывают, отступают и так далее. Вот, пусть им будет тоже больно, ну, гражданским в первую очередь. Их бесит непокорность. Они считали, верхушка, да и Путин, видимо, сам лично, что действительно их там ждут, в Украине ждут. Вот, оказалось, что не ждут. И, и если бы Путину за несколько дней до вторжения пришли бы и показали будущее, что будет, что он будет разбит, флагман его флота будет утоплен, что все города он там потеряет, которые он захватил, что им придется строить линии обороны уже в Крыму, вот, на подходах к Крыму, Мгм. будут сотни тысяч потерь, тысячи танков сгорят, все их самое новейшее вооружение, там Т-90, танки, самолеты, сотни будут там сбиты. Если бы он это все заявил, он бы войну не начал, эту операцию не начал. Он человек, как говорили, трусливый и осторожный. Он начинал только так называемую операцию, будучи уверенным, что действительно все произойдет быстро и гладко. И поэтому они сегодня очень жалеют и очень злые на всю эту ситуацию, злые на украинцев за их непокорность, за их строптивость, за то, что они сопротивляются и сражаются. И вот есть такое мнение, что эти удары, в том числе, не только для того, чтобы склонить к переговорам, ну, потому что грамотные люди, вот, ну, это отдельный вопрос насчет грамотности, компетентности у верхушки Кремля, там довольно люди примитивники, как мы видим, вот, в плане их своего воззрения на мир, то, как мир устроен, они рассматривают на уровне бульварных, как бы, всяких желтушных, как бы, вот, домыслов. Но вообще люди грамотные знают, понимают, что никогда террор по отношению к гражданским не приводил к капитуляции, а наоборот, он ожесточал, больше людей шло сражаться, шло мстить и так далее, и так далее. То есть эффект обратный. Мгм. Поэтому да, я вполне допускаю такой вариант, что это действительно бессильная злоба, желание вот максимально уколоть, надавить, сделать больно, вот, фактически такими геноцидальными мерами. То Мгм. есть у нас страшная ситуация. Они понимают, что они в тупике, они не хотели бы этой войны, но при этом ведут полномасштабный и действительно целенаправленный геноцид против украинского народа. Это сумасшедшая ситуация. Многие в мире до конца ее не переваривают. Я вот вижу, что пишут, говорят, до конца не понимают происходящее.
Совсем недавно говорили, сравнивали эту российско-украинскую войну полномасштабную. Шире она идет уже больше 8 лет, с 2014 года, да, оккупации Крыма и востока Украины. Так сравнивали ее с ирано-иракской. Переплюнула уже ирано-иракскую. Да, она еще не идет, там еще не такое количество погибших, но в плане масштаба операций, количества техники задействованной, вот, масштаба вовлеченности гражданских и всякие такие вещи, переплюнула. Действительно, последний раз это Вторая мировая война. И чем дальше мы углубляемся, идем, ну, будем честными, мы будем, встретим и год полномасштабной войны. Вот, сейчас наш 9-й месяц. Вот, вряд ли она закончится до того, как будет год, до февраля 23 года. И чем дальше мы углубляемся, тем больше этот масштаб становится, ну, всеохватывающим, тотальным, и максимально похож действительно в последний раз, вот Вторая мировая война. То есть не войны там Югославия, Балканы, не всевозможные где-то в Африке, не тем более ирано-иракская, не арабо-израильские войны, вот, и так далее. Вот. То есть уникальное событие. Это поэтому очень часто многие до конца не могут оценить поведение элит, в том числе российской в первую очередь, прогнозы и какое-то видение, как они хотят и как они видят окончание этой войны и так далее. В силу того, что у нас нет никакого опыта, фидбэка. У нас есть опыт Второй мировой войны, но тогда не было ядерного оружия, просто мобилизовались всем миром, дошли до Берлина. Вот, все просто было. Ну, просто в кавычках. Война была непростая, страшная война была. А сейчас есть эти все нюансы, как ядерное оружие, вот, блоки, Китай, вот эта ось вот эта азиатских деспотий, которые вот у нас получается. Иран, Китай, Северная Корея, Россия. Вот, команда вот таких вот азиатских диктаторов и так далее. Вот, во что-то все выльется, и что будет дальше, посмотрим. Ну вот да, ведь основной тезис off the records, который озвучивался представителями западного истеблишмента, это нельзя Путина загонять в тупик, нельзя крысу загонять в угол, потому что она вот от этой злобы может применить тактическое ядерное оружие и вообще уничтожить планету Земля. И Путин этим шантажировал некоторое время назад. Сейчас, правда, в последнее время мы подобных тезисов не слышим. О чем это говорит, на ваш взгляд? Ну, он перестал шантажировать ядерным оружием, потому что увидел, что он абсолютно не работает. То есть он сказал, что вот если там на территорию Российской Федерации, как они это считают, заявляют, будет покушение, они любые средства меры применят, намекая ядерное оружие. И тут мы видим, что Херсонская область и Херсон, который якобы по их конституции вот, сейчас аннексированы, это часть России. Ну вот, да, Украина освободила, провела операцию, и что, и где? Где твои эти заявления и угрозы? Он что ни одного заявления не сделал по вопросу, как бы, у них потери Херсона. Вот, ну, Путин имеется в виду. Вот. Поэтому, да, они перестали этим пугать, потому что это блеф, и я считаю, что шансы применения ядерного оружия, тактического, конечно же, вот, они минимальны, они низкие. Но всегда на войне у вас шансы есть, ну, любые как бы вероятности у вас существуют. Если у врага есть ядерное оружие, значит, есть вероятность, что он его применит. Это просто логика обычная, формальная. Но эта вероятность просто невысокая, она низкая. Вот. Поэтому это блеф. Ну и да, планету уничтожить тактическое ядерное оружие не может. Вот речь идет о стратегическом. Ну, мне сложно представить, что должно дойти до того, чтобы было задействовано стратегическое ядерное оружие. Этого не хочет никто. Как бы ни Россия, ни НАТО, вообще никто, ни Китай. А Крым, никто. Может быть, они же Крым всегда называли красной линией, а сейчас мы видим, как на территории полуострова они уже строят фортификационные сооружения. Нет, я не считаю. Крым — это территория Украины, они прекрасно это понимают. И еще раз, я же повторю, что Путин говорил, что вот мы провели, аннексировали территорию, это все Россия, имеется в виду вот Запорожская область, хотя они, кстати, не контролировали даже Запорожье город, ну и Херсонская область, Херсон, ну и что, и где, и как. Ну, кстати, Лиман тот же и так далее. Они же провели вот этот свой так называемый вот это вот мероприятие по аннексии и так далее, как раз когда была Ливанская операция. Еще, и Лиман еще формально был как бы вот как бы в кавычках, вот, частью Российской Федерации по их там, новой конституции, изменения законов. И что мы видим? Мы ничего не видим. Мы видим просто ракетный террор. То есть мы видим, как они просто бьют по гражданской инфраструктуре. Целенаправленно, это же не случайно. Они целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре, чтобы украинцы остались без тепла, без воды и без света. Вот. Ну да, поэтому я считаю, что Крым не является для них красной линией. Ну, мы видели события с Крымским мостом. Это серьезное событие. Ну и что дальше? Ну и где, и как?
Ну, и мы что-то видим, и какие-то угрозы. Может, Путин выступил и сказал, ай-яй-яй, сейчас вот еще один раз и будет тогда точно. А до этого у них Медведев говорил, что вот у них там этот судный день начнется и так далее. Ну и где этот судный день? Не-не, это все блеф. Поэтому Крым для них красной чертой не является. Ну да, в принципе, я здесь с вами согласна на 100%, потому что они ж по Крыму шантажировали, пугали, в том числе ядерным оружием, когда еще не было объявлено Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская областей субъектами Российской Федерации, да, так называемыми. А потом, когда они это объявили, но мы эти территории успешно в результате контрнаступательной операции деоккупируем, они ничего сделать не могут. То есть фактически эти прокси-образования, которые они там сформировали, они поставили на один уровень с Крымом, и теперь никуда не деться. Это полный Именно. выстрел себе в голову. Да, именно. Вот очень хорошее замечание. И действительно, если у Крыма когда-то был как бы особенный статус, назовем это так в кавычках, так как он аннексирован и так далее, территория России формально по их там этим, в отличие от Ордло, например, то теперь формально все аннексировано, все территории как бы России, как они заявляют, но при этом Украина наступает, освобождает их и так далее. Потому что Россия понимает, что она все равно остается частью большого мира. И не просто, она в ООН и в Совбезе ООН. И войну она в Украине не ведет. Даже официально заявил Лавров в Турции, что они не нападали на Украину и войны не ведут. Никакой войны нет, у них же спецоперация, это же не война и так далее. И я напомню, что всем миром признана территория Украины 91 года. То есть как, они хотят сразу на двух стульях сидеть? То есть, с одной стороны, мы Крым не отдадим, мы там требуем от Украины, чтобы Украина сейчас отдала Херсон и Запорожье, так как у нас в Конституции там что-то прописано. Это же их бред, это ваши проблемы. Что вы в своих документах там пишете, это ваши внутренние проблемы и дела. Это никакого отношения к реальности не имеет. Ну, мир рассматривает это все с точки зрения как раз договоренности общепринятых, вот, мировых. Вот, Украина признана как государство в границах 91 года. Все, никак иначе. Нет никаких других трактовок, нет никаких разночтений, никаких сложных вопросов. Только так. Как там Россия что для себя что вписывает, это ее внутренние уже проблемы и дела. Как вписали, так вы выписываете и так далее. Вот. И опять же, если когда-то вот у Крыма был как бы особый статус, и они могли как бы здесь спекулировать, то теперь у них уже этой спекуляции больше нет. Крым ничем не отличается, чем там, остальной юг Украины. И вот последнее, что еще вас хотела спросить. Мы с вами сегодня уже обговорили эти вопросы. Россия вынуждена была уйти с севера. Оттуда ее просто загнали наши вооруженные силы Украины. Она ушла с Харьковской области, вынуждена была уйти в результате контрнаступательной операции. Мы видим, как Россия проигрывает на Донбассе. На юге полный провал. Она ушла с Херсона, перешли на правую часть, на левую часть Херсонской области. И какая у них, на ваш взгляд, дальнейшая стратегия? Вот что должно произойти в ближайшем будущем? Что нас ждет? Тянуть время, как я говорил, ему важна заморозка. Любая неделя, месяц, им это в плюс. Но это, они так считают, по крайней мере. Я не говорю, что это реально для них плюс. Ну, на самом деле, это в том числе и плюс, потому что вот мобилизованные, да, которые я сказал, те, кто не погибают, находятся на фронте. Так или иначе, они чему-то учатся, набираются опыта. То есть их уровень, те, кто выживают, растет, как боевых единиц. Это пропорционально напрямую времени, то есть сколько времени они могут находиться без интенсивного постоянного давления со стороны ВСУ, то есть разгромов там и так далее. Поэтому их дальнейшая тактика будет максимально стараться заморозить, остановить фронт, превратить его как в Первой мировой войне, вот в окопную войну, в войну вот, масс, когда много артиллерии, много пехоты, много мяса, этого всего много. Вот, это вот, плюс ракетный террор, да, в довес. То есть на фронте максимально остановить заморозка, показывать своим подданным, что это якобы оборонительная война, вот мы защищаемся от этих всех там орд, укронацистов, НАТО, вот, и всяких, не знаю, польских наемников и так далее. Я сегодня увидел, как Z-каналы пишут, что что-то там уже 1000 с чем-то там потери у Польши польских наемников и так далее. То есть они считают, что они совсем НАТО воюют, только НАТО об этом не предупредили. Вот. А гражданское население продолжает максимально терроризировать с помощью ракетных ударов. Спасибо вам большое. Дякую, что нашли время, подключились к нам. Спасибо, что пригласили. Ответили на наши вопросы. Военные обозреватели, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин был с нами на прямой связи. Оставайтесь первым крымско-татарским. Корушкенджа.